Обновленная Kia K900, представленная в Южной Корее прошлым летом, прошла российскую сертификацию. На нашем рынке седан предложат только с младшим атмосферником. В российском офисе марки сообщили, что флагманский седан поступит на наш рынок в этом году. Причем теперь он будет называться K9. В родной Корее самый большой и дорогой седан Kia с 2012 года носит индекс K9. В России же модель первой генерации звалась Coris, а второе поколение, которое дебютировало в 2018 году, у нас известно как K900. Теперь же рестайлинговая версия будет продаваться под названием Kia K9, что вносит единство индексов, так как в российской гамме уже есть седан Kia K5. Напомню, что в ходе рестайлинга седан получил огромную решетку радиатора и зауженную переднюю оптику, лишившуюся сдвоенных ходовых огней. От двойных секций в задних фонарях тоже избавились. Теперь они соединены светящейся полосой с хромированной линией во всю ширину кузова. Еще табличка под номер съехала с крышки багажника на задний бампер. В салоне установлена более современная мультимедийная система с увеличенным в размерах тачскрином и системой идентификации водителя по отпечатку пальца. Также в Корее расширен список электронных помощников. Если вам интересно разобраться во всех изменениях обновленного седана Kia K9, то советую посмотреть мое прошлое видео. В нем я подробно рассказывал о новинке. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. На российском рынке рестайлинговый седан предложат только с одним двигателем. Это прежний бензиновый атмосферник V6 3,3 литра GDI мощностью 249 лошадиных сил. Он все так же сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Рекомендованные цены на Kia K900 лежат в диапазоне от 4 миллионов 565 тысяч рублей до 5 миллионов 995 тысяч рублей. Ожидается, что Kia K9 поступит в продажу в России уже в ближайшее время. Однако в самой компании точные сроки премьеры и цены еще не озвучили. Понравился ли вам обновленный флагман? И как вы считаете, с рестайлингом автомобиль стал выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.